Меня зовут Кристина Лизунова. Я рада приветствовать зрителей и читателей Якутского Саха-информационного агентства. Сегодня мы поговорим о статистике дорожно-транспортных ситуаций за 2020 год и эксперименте для водителей. Что это за эксперимент, нам расскажет заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, подполковник полиции Кехтер Александр Петрович. Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Какова статистика за 2020 год и пандемия наложила ли какие-то изменения в ту или иную сторону? Здравствуйте, уважаемые телезрители. В настоящее время у нас такой сильной статистики подъема ДТП либо снижения не отмечается. Также и роста погибших вниз большого не отмечается. Но в то же время у нас рост погибших на 6 человек. Поэтому каждая жизнь для нас очень важна. В первую очередь мы занимаемся сохранением жизни и здоровья граждан и соблюдением участников дорожного движения, правил дорожного движения. Поэтому здесь, конечно, бы хотелось попросить граждан, чтобы они уделили особое внимание соблюдению правил дорожного движения, и пониманию друг друга в процессе дорожного движения. В принципе, а так статистика у нас за прошлый год у нас произошло около 700 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали примерно 900 граждан республики, и погибло у нас 90 человек. Это большие цифры, но мы в проекте по указ президента на 2020 год выполнили, но в то же время хотелось бы все равно именно уделить большое внимание жизни граждан нашей республики. И не только республики, но и в целом Российской Федерации. Поэтому здесь мы работаем, плодотворно работаем, меняем процесс работы, также меняем анализ работы, проводим более тщательно, изучаем каждое ДТП с погибшим. То есть здесь придаем особое внимание этому, уделяем. И, конечно, результат есть. По сравнению с прошлыми годами он в лучшую сторону идет. Но пандемия в то же время особо на статистику, особо на поведение людей никак не повлияла. И в то же время хочу отметить, что пандемия в худшую сторону отразилась то, что личный состав госавтоинспекции у нас почти все сотрудники переболели этой болезнью ковида-2019. Это тоже наложило большой отпечаток. Мы не могли полностью включиться в работу, включить все силы наши, которые у нас имелись. Поэтому здесь я бы отразил это как в худшую сторону. Да. А то, что интенсивность движения у нас не менялась, люди также продолжали управлять, ездить по дорогам республики. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает провести следующий эксперимент. Не предъявлять водительское право, а создать QR-код, с помощью которого вы можете, так скажем, инициировать водительское удостоверение. Как вы думаете, к чему бы привел такой эксперимент у нас в регионе? Нужен ли он нам? И наши водители справились бы с этим? Я думаю, это бы очень положительно даже повлияло на участников дорожного движения, на работу инспекторов, если непосредственно нам обеспечили сотрудников именно оборудованием, которое считывали QR-кода, и они в полном объеме выдавали информацию, которая необходима для инспектора, чтобы контролировать за дорожным движением. Это бы, наоборот, только повлияло с положительной стороны. Единственное, по времени самое главное, чтобы это происходило быстро, чтобы не отвлекало водителей от участников дорожного движения, от процесса работы и так далее, и в то же время инспекторов. Нам главное, чтобы это происходило быстро, чтобы инспектора были обеспечены, и чтобы водители качественно и правильно этими QR-кодами обеспечивались. То есть могли их предъявить с сотового телефона, неважно, но чтобы они были информативны. Это самое главное. А так, конечно, это не надо уже пользоваться водительским удостоверением. Это, наоборот, большой плюс. Я бы даже и свидетельство о регистрации туда включил, в этот QR-код, и полностью, и сведения об ОСАГО, и всю информацию. То есть бывает, люди в ППХ, кто-то пересел, куртку оставил, в которой ехал, другую поменял куртку. То есть здесь одежду поменяли. Здесь все зависит от этого, от внимательности граждан. Не каждый же у нас может тоже быть на 100% внимательным. Все мы люди, правильно? Поэтому здесь, конечно, это бы было положительный момент. Телефон никто не оставляет, в большинстве случаев, очень редко. А если оставляют, то возвращаются за ним в любом случае. Вот именно QR-код бы, я считаю, был очень
эффективным. Но, опять же, для того, чтобы он работал, нужно качественные интернет-провайдеры, да, которые бы у нас обеспечивали именно доступом к интернету хорошим. Вот если, а у нас, как правило, вы сами знаете, на территории республики местами связи нет вообще, телефонной. Поэтому здесь, насколько это у нас в республике, это устоится только, я думаю, в больших городах. Мирный, Нерюнгри, Алдан, Якутск, конечно, республика, главный наш город. Здесь, конечно, это бы положительно повлияло. Ну, а в других населенных пунктах, я думаю, к этому пришли. Только единственное время небольшое подождать. Все будет. Самое главное — быть внимательнее на дорогах, уважать друг друга, понимать, ну и относиться к инспекторам более достойно, порядочно и понимать, что их работа заключается именно в сохранении ваших жизней. Это основная их задача. И нас, республики, госавтоинспекции в целом.